Судьбы – материнство. Любая мать испытывает счастье, когда держит своего ребенка на руках, смотрит в его глаза и видит в них бездонную нежность. Знать, что это счастье шагает по земле рядом с тобой – наивысшее человеческое наслаждение. А если ребенок делает первые шаги неуверенно? А если ребенок не улыбается? Или того хуже, не видит этот прекрасный мир или видит его размытым? Жить с подобными вопросами сложно, но возможно. И это доказали наши сегодняшние героини. О жизненном пути с его перипетиями мы и поведаем вам в этом выпуске вместе с семьей Игнатьевых. Сегодня мы в гостях у заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Саргыланы Семеновны Игнатьевой, человека, уважаемого не только в своем родном Нюрбинском районе, селе Чапанда. Ее личность хорошо известна и в Якутске, где она работает ректором Арктического государственного института искусств и культуры, и на Дальнем Востоке, где она продвигает осуществление системной работы по сохранению и развитию культуры народов Арктики. Творческие идеи, социокультурные инновации, международные гуманитарные программы и многое другое – все это призвано обеспечить новую стратегию геокультурного развития в регионах Арктики, а также на объединение ученых-арктиковедов, деятелей искусств и культуры. Деловым качествам и грандиозным планам нашей героини можно только позавидовать. Насколько она решительна, деятельна, непреклонна и активна на работе, настолько же она мягка, добра и спокойна дома. Ведь только там, в кругу самых родных и близких, женщина становится ласковой и нежной. Дома она просто мама. Барахсан, истиду тимюктен арахсан, эйгин сохтамын илибин, эгредетылларин этебин. Со мной сегодня старшая дочка Василиса Александровна. Василиса у нас доцент Арктического института, кандидат педагогических наук. А Кирочка – дочка Василисы и наша любимая старшая внучка. Я учусь в московской онлайн-школе Фоксфорд, 10 класс. Кирочка у нас радует своими успехами. Я очень рада, что она сейчас является самым юным стилистом. Она в 14 лет открыла свою студию, проходит мастер-классы ведущих стилистов нашей страны. Про профессию стилиста я узнала в 13 лет, очень сильно заинтересовалась, сказала об этом родителям, и они поддержали меня, подарили на Новый год курсы, как раз-таки Гали Борзовой. Там я отучилась, но на этом не остановилась. Училась также у Светланы Хавровой, сейчас в ее команде, на персонального стилиста у Дарьи Капушевой. Также посещала различные мастер-классы у Александра Рогова, проходила антикризисные марафоны. Это, скорее всего, с детства идет. Я очень любила одевать куколок своих, делать какие-то модные показы, переодеваться в вещи мамы, тети и бабушки. Вторая дочка у меня Ариана. Она сейчас по уходу за детьми сидит. Дети пока маленькие. Через 10 лет появляется наш долгожданный сын Александр. Мы его назвали в честь папы. Сан Саныч. Он сейчас в Петербурге работает. Он закончил физико-технический лицей Ларионова, потом поступил в Политех-университет Петра Великого в Петербурге на программного инженера. И работает сейчас он в «Газпромнефти». В этом году он женился. У нас появилась прекрасная, замечательная Верочка. И вот у них сейчас новая жизнь начинается. Как уже взрослые дети сегодня строят самостоятельную жизнь, так и Саргылана Семеновна, будучи молодой и перспективной девушкой, когда-то начинала выстраивать свой жизненный путь. Самым судьбоносным событием, конечно же, была встреча с будущим мужем Александром Игнатьевым. Их история знакомства очень увлекательна. Я училась в Комсомольске-на-Амуре, педагогическом институте. А Саша тогда учился в Хабаровском педагогическом институте. И
Я на 4-м курсе учусь, а он только 1-й курс, получается. И мне моя подруга говорит, Светлана Новгородова, давай, Сарга, съездим, будет, говорит, в Хабаровске, спортивные там состязания будут, и якутского землячества. Давай съездим, говорит. Мои подруги мне говорят, ты что, Сарга, у нас скоро, говорят, диплом надо защищать, там госэкзамен, а ты куда-то еще собралась. На старости лет чуть ли говорят, что уже 4-й курс получается. А за эти годы особо-то никуда не ездила, и вдруг заявилась там в октябре месяце куда-то все Хабаровск, еще не с нами, а с другой девочкой. Да, я говорю, ну мне очень хочется хотя бы как-то раз съездить туда и посмотреть, что это такое. В общем, я так поехала с моей подругой, и соревнования по волейболу. Это проходило в политех университете Хабаровска. И мы все собрались, там много-много якутян. Ну и мы так сидим и кого-то ждем. И нам говорят, что ждем президента. Я говорю, какого президента? Президента якутского землячества. Говорит, там Саша Игнатьев. Ага. Сидим, и вдруг с каким-то опозданием заходит молодой человек, такой красивый, симпатичный, высокий, с кучерявыми волосами еще, в этом белом-белом джемпере. Я такая думаю, ну как-то вот сразу что-то ёкнуло, да? Как интересно. И он, как правило, оказывается, по кругу идет, со всеми здоровается. Со всеми здоровается. Я такая как-то даже с волнением, как-то немножко, да, какое-то волнение появилось. Идет. И вдруг подходит к моей подруге, а они знакомы оказались, потому что брат моей подруги служил вместе с моим будущим мужем, получается. И они так, ой, хорошо, Света, привет, да. И меня пропускает и проходит, и со следующим здоровается. А я такая сижу, думаю, что делать-то? И я говорю, а я? А он так на меня посмотрел, говорит, а я что, пропустил, что ли? Ну, даже не заметили, что пропустили, как-то я такая, да? И он так на меня посмотрел, и я на него, и думаю, ну, ничего себе президент, какой-то такой гонорист, или там, я не знаю, какой, да? Еще обиженная, я прямо сижу, там осталась обиженная. Вот так, ну, спортивные игры начались, потом в коридоре, в перерыве стоим, общаюсь там с друзьями, и он подходит. Эта девушка с кем? Сзади. Я такая, как это? Ну, с нами, говорят, вот мои хабаровские друзья наши. Ну, в общем, таким образом мы потом познакомились. Это была очень интересная история. И вот это было где-то в октябре, а мы в апреле 27 числа поженились. Вот такая история. Она такая очень моментально вспыхнувшая, яркая любовь. И я считаю, что мы счастливы и до сих пор друг друга любим, уважаем. Сейчас он полковник в отставке, работал и в высшей школе музыки проректором, исполняющим обязанности ректора. Сейчас он инженер Национальной библиотеки республики по безопасности, административно-хозяйственной части. Действительно, история знакомства впечатляет. Пылкие чувства молодых студентов охватили их с головой. Удивительно, но такой же яркий и стремительный роман пережили и родители Саргыланы Семеновны со своими тайнами и загадками. Но как бы там ни было, семья в конечном итоге все-таки была создана, и все в ней жили в большой и чистой любви. Но эта история, она достаточно непростая, можно сказать. У папы была семья своя, а у мамы семья тоже была, но они тогда расстались. Так и должно было быть, чтобы появились вы, появилась я, вот мои дети. И история, она такая очень, действительно была основана на большой любви. И, конечно, они очень долго, до конца своей жизни вместе жили. Я считаю себя человеком счастливым. Я дитя любви. Моя мама
Матрена Гаврилевна Васильева, Тагулахова. И мой папа Семен Петрович Васильев, ну, в народе его любя, с уважением говорят как Элик Семен. Вот они, значит, я просто помню такое, ну, как картина моего мира, что ли, мировосприятие осталось то мгновение, когда, тот миг, когда я маленькая девочка, там лет, наверное, 3-4 лет, да, вместе с моими родителями поехали мы значит, на берегу Хары-Ялах, у нас есть такое, значит, озеро. Я, значит, запомнила навсегда, на всю свою жизнь аромат, значит, скошенной травы, аромат полевых цветов, аромат вот этого вот счастья, когда ты ощущаешь, что над тобой солнце, очень такое яркое солнце, и вдруг я вижу силуэт моих родителей, они стоят обнявшись, на меня смотрят с такой любовью, радостью, улыбаются друг другу, обнимают друг друга. Вот эта вот картина, она осталась для меня как картина жизни, как символ любви, символ доверия, символ веры в меня, как свою старшую дочку. Вот это вот, конечно, самое главное воспоминание моей жизни, и поэтому я все время пытаюсь, конечно, воспитать, ну, не я не одна, конечно, со своим мужем, вот, с Александром Васильевичем Игнатьевым, старались и стараемся как-то внедрить в сознание наших детей силу любви. Если будет любовь, то будет и, конечно же, и какие-то ценностные ориентиры у детей, да, и, соответственно, конечно, с любовью полученное воспитание даст большой импульс в перспективе развития самосовершенствования человека. Вот я так считаю. Например, это идет от моих родителей. И, соответственно, я росла в такой комфортной среде. Комфортной, и в то же время меня родители воспитывали, ну, особенно папа. Они работали управляющими, бригадирами, и мама в том числе, Чапандинского отделения совхоза Нюрбинский. Я родилась в Чапанде Нюрбинского вуза, ну, ранее это называлось Ленинский район. И они были глубоко членами партии и воспитывали в таком духе тоже. Как-то я помню, как мама мне говорит, как-то я хотела вечером поздно выйти на улицу, поиграть, наверное, да, и она говорит, нельзя вечером выходить на улицу, тебе надо слушаться, значит, члена партии, ты, говорит, пионер. Пионер, значит, пионер должен слушать члена партии. Вот как-то так вот это у меня запомнилось, и вот этот вот какой-то неписанные, что ли, правила субординационные, что ли, матери, папы с ребенком, ну, как-то вот у нас сохраняется. Они вообще никогда не ругались. И вот ни разу я не слышала, как они там громко друг другу там что-то кричали или что-то еще такое, да. Все время у них обсуждение, все время как-то молча взглядами, у них было такое взаимоотношение очень интересное. И папа меня тоже воспитывал взглядом, когда он посмотрит на меня, все понятно, я что-то плохое сделала или все нормально. Мама, она тоже очень такая, на мой взгляд, сейчас интеллигентнейший человек, не кричала никогда, но что-то плохое я иногда делала, конечно, как в подростковом периоде, как у всех бывает, да. Ну, плохое это что, например, там, поругалась с кем-то, и была виновата я, например, да. И получается, вот какое-то такое воспитание у них, да, воспитательный процесс проходил тихо, мирно, но понятно. К сожалению, сначала ушел в мир иной мой отец по болезни, и после этого как-то вот я еще крепче поняла, что такое любовь, да, потому что мама
мне говорила, как бы, когда бы наступила бы ночь, говорит, вот ночь я в ожидании ночи все время. А почему, я спрашиваю? Она говорит, ну потому что ночью во сне приходит папа, и мы всегда вместе. Я все время думала, как же так будет мамочка моя свою жизнь дальше встраивать, ну ради детей она, конечно, стремилась жить, да, но, к сожалению, тоже через некоторое время она тоже очень резко, ну, у нее инсульт случился, и она тоже ушла. А родные мои, брат и сестра, к сожалению, тоже, когда в очень молодом возрасте я их потеряла, и осталась как бы совершенно одна, как бы получается, да, но в это время я, к моему счастью, была замужем. Говорят, что жизненные препятствия не уходят сразу. Если приходят, то испытание идет одно за другим. Так было и у наших героев. В жизнь молодых родителей Саргыланы и Александра постучалась еще одна беда. Василиса родилась в Нюрбе, в Нюрбинском роддоме. Это наша первая девочка. У нее катаракта врожденная. И когда мне врач сказала, что ваша дочь вообще не видит, и сейчас, через год только, когда ей будет год, только тогда можно что-то сделать. А папа наш тогда прилетел из Хабаровска, он тогда учился в Хабаровске. И сразу заметил, что с глазами дочки, потому что у нее как будто косоглазие. А я, когда 3 месяца было, мы были в Нюрбе, показывались, мне сказали, что все дети маленькие, так вот иногда у них бывает такое, да. И он говорит, он такой эмоциональный товарищ и решительный, он сразу нас забрал, начали там показываться, и мне говорят, ваш ребенок не видит. Эта информация, как гром среди ясного неба, да, вот. И я как будто себя потеряла равновесие, что-то вот, как будто меня нет, и это моя как бы оболочка какая-то сидит, да. И мы на завтрашний день, помню, мы сразу улетели через Якутск. В Якутске мы были 2 сутки и улетели в Хабаровск. В Хабаровске сразу как-то получилось, что нашего друга жена Татьяна, она в медицинском училась, проходила практику в офтальмологии. И как-то мы очень так удачно попали к доценту, которая прооперировала один глаз, первый глаз. И после этого, вот я помню, как после операции на 2-й день, что ли, у нее, или на 3-й день сняли повязку эту. И я с ней иду по коридору, а в коридоре офтальмология детская, и там красочные такие сказочные рисунки. И она такая на эти рисунки смотрит, как-то вот так вот, да? Но ей было всего, сколько там? 5 месяцев. 5 месяцев, первая операция. И потом на меня посмотрела, и вот так вот глаза мои трогает. То есть она начала видеть. Это было такое, ну я не знаю, это что за ощущение, да? Но это было, и понятное дело, что радость, но в то же время это какое-то вот не знаю. В общем, вот такая эмоция была, эмоциональное состояние, которое выразить даже не смогу. Это у меня, во мне сидит, да. И потом 2-й глаз через 6 месяцев тоже прооперировали. И, ну, все равно тогда-то медицина не такая была развитая, как сейчас. Сейчас вот с этим диагнозом детей, они прямо 100% зрячими делают, да. И вот это испытание мы выдержали достаточно, конечно, жестко для себя. Поставили такую задачу, что наша девочка должна видеть.
Вся радость жизни умещается в улыбке ребенка. Каждой матери хочется, чтобы ее дитя радовалось и улыбалось миру. Саргалана Семеновна тоже мечтала именно об этом. Однако главное для нее было, чтобы дочь приобрела все жизненные навыки и стала самостоятельной. Для этого мама принимает серьезное решение устроить дочь не в специализированную школу. Поскольку девочка была не по годам шустрой и смышленой, выбор пал на созданный тогда новый Саха-Турецкий колледж. Они согласились и взяли Василису вот в Саха-Турецкий Анатолийский колледж. И благодаря этому, конечно, Василиса не чувствовала вот эту вот свою разницу. Да. Учиться было там действительно нелегко, потому что это, во-первых, лицей, колледж, да, тогда, и сейчас это физико-технический лицей. Да, программа очень сложная, мы все время учились, мы там жили. И эта школа поменяла вообще всю мою жизнь, потому что, ну, кроме того, что мама там меня поддерживала, в этой школе очень воспитанные дети были. Меня очень хорошо приняли, хотя я пришла в очках плюс 15, это лупы такие огромные, да. Я помню, в первый раз, когда я заходила в класс, я думала, все, меня сейчас закидают там тухлыми яблоками, еще чем-нибудь. Я зашла, и все такие вообще не обратили внимания. То есть на меня даже как-то, не было такого, что кто-то зашел, вот такой реакции даже не было. И потом подошла ко мне одна девочка, начала со мной общаться, и как-то вот очень все легко получилось, и эти друзья, я очень благодарна своим одноклассникам в том числе, они меня приняли, и вообще никогда не было акцента такого, что у тебя что-то не так. Хотя, конечно, мы жили в Сайсарах, там среда была немножко другая, мягко говоря, да. Дети там, я помню, закидали камнями очень сильно. Я пришла домой, сижу, плачу, никого нет, и я помню, что я просто вот пока плачу, погружаюсь вот в этот свой мир, и у меня там все красиво, все люди идеальные, все классные. Ну вот как-то так вот с таким настроем я выросла, и, считаю себя очень позитивным человеком, в людях всегда вижу добро, и, наверное, вот родители для меня в том числе вот в тот момент были такие. А в то время у меня зрение еще хуже же было, чем сейчас, и тяжело немножко, но мама меня всегда вытаскивала из этого. И это очень сильно закалило. И мои родители, мой папа, мама моя, это вообще очень такие мудрые люди, сильные. И таким образом я поступила в институт в АГИКИ. После института я уже поступила в аспирантуру Московский университет культуры и искусств, и тоже там отучилась, защитила кандидатскую диссертацию. Ну, то есть как-то так вот у меня получилось, что не было никогда таких ощущений, что у тебя что-то не так. Ну, сейчас я занимаюсь исключительно такой научной деятельностью, преподавательской деятельностью. У меня уже очень много своих выпускников. Создавала кафедру у нас в институте и организовала прием первых режиссеров-постановщиков Республики Саха-Якутия. То есть после аспирантуры я очень плотно занималась этим. На самом деле, действительно, я не знаю, как она видит, да, и действительно у нее очень серьезно все. И она видит сама. Как она видит, так и видит. Ну, даже я иногда спрашиваю, как, Василиса, ты пешком идешь из дома на работу? Она говорит, у меня всегда есть свой этот ориентир. И как-то я с ней пошла, и я молчу, и она меня ведет по своему ориентиру. Я бы могла идти по другому пути, она идет по другому. И я тогда поняла, что у нее свой мир, свое восприятие, свое понимание окружающего мира. Ну и слава Богу, можно сказать, наверное, что Всевышнему спасибо, благодарю, что вот таким образом мы сохранили, и наша дочка, как бы самодостаточно себя чувствует. У меня вообще, как я поняла, очень такое интересное восприятие мира. Я людей немножко по-другому вижу, потому что по медицинским показаниям я вообще не должна ни сама не ходить, то есть у меня вообще как бы такая ситуация, что я должна ходить с белой тросточкой, как мне врачи говорят. Но я так не делаю, то есть я самостоятельно передвигаюсь, работаю, там, учусь на курсах всяких и так далее. И когда я как-то так с друзьями обсуждала, а вы как видите вот это? Я поняла, что у меня немножко другой, у меня мир очень красивый. Для меня, во-первых, я не вижу недостатков у людей, то есть у меня все сразу отфотошопленные, готовые, без прыщиков, без морщинок, все красиво. Вообще у меня все идеальные, так что Кира смеется, не надевай очки, пожалуйста, мама. Потому что если я очки надеваю, сразу, вот у тебя что-то появилось.
Вот, и, ну, очки у меня такие немножко только на работу, то есть я не могу их постоянно носить, поэтому я вот без очков, без линз хожу, получается. Вообще детство было у нас счастливое, и я безумно рада и благодарна, что я родилась именно в этой семье, потому что я так как ребенок с особенностями, но я росла совсем не так, потому что, ну, наверное, благодаря, и не наверное, а точно благодаря мудрости моей мамы, которая с детства мне прививала вот ощущение того, что ты все сможешь, ты все сделаешь, ну, то есть какую-то силу духа поддерживаешь. И до сих пор мы не можем без нее, потому что если какая-то ситуация, сразу «мамочка». Мама — это такой человек, который вообще в любой ситуации, она не дает мне никогда расслабиться, не дает плакать. Потому что когда я начинаю истерить, она говорит: так, всю свою силу в кулак и пошла дальше. Надо признаться, что даже если бы мама и хотела быть мягче к дочери, она не могла себе этого позволить, иначе все потраченные усилия пошли бы на смарку. Задача мамы была во что бы то ни стало сделать так, чтобы ее дочь жила полноценной жизнью. За это и благодарна ей сегодня Василиса. Ну а сейчас, когда дочь подарила маме внучку, Саргалана Семеновна полностью погружена в роль истинной бабушки – мягкой, нежной, милой и щедрой. Как ни странно, любовь к внукам сильнее почему-то. Совершенно разные восприятия, ощущения, да? Ой, такие самые вкусные оладушки. А у дедушки стейки. Мгм, вот. Поэтому, когда я приезжаю к ним, на столе стоит мясо, оладьи. Мне опека всегда дарила красивые платьюшки, туфельки, сумочки, аксессуары, и эта любовь до сих пор осталась. С малых лет мне опека дарит книжки. Я сейчас Кире дарю такие серьезные книги, которые говорят о моде, о стиле, да. Ну, я поняла, что человек уже себя пробует в бизнесе, получается, да, и самозанятая она. И я ей в Новый год подарила швейную машину профессиональную. И я очень рада, что Кира начала пользоваться этой машиной даже на профессиональном уровне. Она сама шьет и неплохо шьет, и пробует и так, да. Я была очень рада, так как я могу создавать то, что я хочу. И хочу в следующем году выпустить свою первую коллекцию. Моя бабушка очень современная. Она для меня икона стиля. Она всегда одевалась очень красиво, очень женственно и всегда дополняла образ какими-то очень интересными аксессуарами. Она всегда поддержит, всегда выслушает, даст советы. И девиз ее, который она привила и к нам, это держаться золотой середины, то есть всегда быть человеком, не выше и не ниже. Бабушки, так же как и мамы, играют большую роль в жизни каждого человека. Не стали исключением и бабушки наших героинь. У каждой свои воспоминания. Моя бабушка Матрёна Гаврилевна — это для меня вообще очень близкий человек. Я ее очень хорошо помню, она меня очень любила, и я ее обожала. Я вообще себя считаю любимой ее внучкой. Вот. Она всегда вообще по-доброму ко мне относилась, называла меня Пысылыса. Не Василиса, а Пысылыса почему-то. И вот бабушка, кстати, мне повезло, что она на меня никогда плохо не смотрела, она на меня только по-доброму смотрела. И вот ее добрый взгляд, он до сих пор вообще всегда. И вот этот взгляд, кстати, у мамы тоже есть, когда она так смотрит на тебя, и вот прям чувствуется от этого взгляда вот эта любовь, она просто вот отдам тебе все, вот только ты будь счастлив, лишь бы у тебя все было хорошо. Я очень много у бабушки была, и я прям, вся моя жизнь, она была очень, ну, детство особенно, очень тепло связано именно с бабушкой, с дедушкой, в Чапанде, в Нюрбе, то есть у нас детство очень счастливое, в деревне проходило, ну, лето чаще всего. На самом деле, с самого маленького, вот, когда я младенцем была, за мной ухаживала моя тетя, ну, получается, сестра моей мамы, Марина Гаврилевна.
Я ее называла Эджи мама, то есть сестра мама. И я помню, как я ее ждала вечером, чтобы с ней ложиться спать и так далее, да, и она за мной ухаживала. Когда как-то вот у меня было такое ощущение, что она моя мама иногда, да, потому что моя мама, она самая старшая в семье, и она, конечно, просто работала. Ну и была у меня бабушка, очень любимая моя, Анна Петровна, и я ее как вот за ней везде и всюду. Вот, и она как-то какая-то вот такая аристократичная, маленькая такая бабушка, да, все время одевала 3 платья, там, платье. Вот как-то так всегда у нее. И потом она, значит, мы с ней садились, перерыв какой-то такой некий, да, и она вот прямо меня садит, чай там с молоком, учит меня там, как пить, как держать себя, пластинку включала, и прямо я это все всегда помню, да, мою бабушку такую. И она меня воспитывала, вот все время говорила, так надо всегда делать, чтобы тут не было волосиков там и так далее. Пожив некоторое время у тети и бабушки, Саргылану отправляют обратно домой. Больше с мамой они уже не расставались. И потом мама уже была со мной всегда, и мама всегда как подруга. Вот она никогда не ругала, ничего. Ну, как не ругала? Ругала, конечно, но не так, как вот жестко или там что-то такое. Все время у нее мирно, но в то же время у нее всегда вот взглядами они меня как-то вот научили. И вот даже в каких-то конфликтных ситуациях в обществе они это воспринимали как-то вот, ага, видимо, подумаем потом. И вот как-то а потом они начали ну, как бы регулировать этот процесс, и как-то вот это вот тоже воспитание. Я всегда этот инструмент для себя ну, как, в своей работе использую, и никогда не кричу или что-то такое, не выхожу из себя. Я запомнила вот такой момент, когда она работала в колледже культуры. Я прихожу к ней на работу, что-то я натворила. Подростком я была, ну, очень веселым для родителей, не то слово, да? Со мной было весело. И вот я прихожу, и она плачет. Я ее довела до слез, маму, до истерики прямо. И она плачет, сидит, что-то, ну, естественно, там, возмущается на меня, говорит, вот, ты там меня не жалеешь, что все. И она вся в слезах. И потом ей стучатся в дверь. И она такая разворачивается, я помню даже это кожаное кресло, она разворачивается. Здравствуйте. Да? Хорошо, и вообще ни слез, ничего, ни глаз опухших. И это был для меня вообще шок. Так можно? И вот это вот про самообладание как раз, да? То есть она вообще в любой ситуации вот как-то так это умела делать. У меня такого нет, к сожалению. Я если плачу, то я плачу, и об этом все знают. И я помню вот самый такой осознанный, может быть, и такой лучший момент моей жизни в детстве, когда я поняла, что, ой, какая гордость, это моя мама, это было в садике. И в этом садике нам все каждый день вот эти повязки делали. Левый глаз один день, правый глаз другой день, чтобы тренировать глаз. И я помню, с этой повязкой готовлюсь в пышном платье. Это мне было, значит, где-то года 5, наверное. Вот осознанный самый такой момент. И я помню, что мама с папой вдвоем пришли на этот концерт наш садиковский. Такие красивые. Это так... Вообще, я их запомнила. Они такие прям какие-то нереальные, не как люди, а вот какие-то вот прям божества. Они светятся буквально, вот так я их видела. И я стояла воодушевленная, пела, там, ну, вот это все, что мы должны были делать, и я только на них смотрела. И я всегда в детстве, помню, говорила, у меня родители самые красивые, самые лучшие. Я была главной фанаткой своих родителей. Считала, что у меня мама самая красивая, папа вообще красавчик. Но еще от радости, это же эмоционально, что они пришли вдвоем. Эталон женщины, мудрого человека, очень сильного человека, человека, который подарил не только жизнь, да, мне, но и подарила очень много других дополнительных навыков, чувств, каких-то принципов, жизненных позиций. Я вообще на самом деле очень-очень
восхищаюсь и не только как мамой, но и как профессионалом, потому что это человек с большой буквы. Я прям очень горжусь, что это моя мама, и я горжусь, что я ее дочка. Для меня мама — это в первую очередь поддержка, любовь, забота. Для меня мама — это самый сильный человек на планете. Она идет к своей цели. Моя мама для меня это такой своего рода яркий ангел. В моем понимании это ангел яркий, светлый, добрый, который всю душу свою отдаст тебе, чтобы было ребенку хорошо и комфортно. Сегодня ангельский образ мамы всегда рядом, под самым ее сердцем. Не зря Саргалана Семеновна всегда носит с собой необычный кулон – символ родительской любви. Лежат у меня два колечка, колечко мамы и папы из чистого золота, они как память. А потом как-то появилось такое желание, а почему они должны лежать где-то, да? А надо что-то сделать, чтобы они были со мной. И моя подруга Саргалана Барахова по моей просьбе, значит, эскиз сделала очень большим смыслом и с таким очень глубоким, теплым дыханием. Со мной всегда. Тут, значит, нарисована буква «В». И все у меня спрашивают, а почему «В»? Никак не связано с именем Саргалана, с фамилией Игнатьева, да? А я говорю, мои родители Васильева, и я Васильева Саргалана, да? Но в то же время «В» – это вера, вот вера в хорошее, вера в доброе, светлое будущее. И я решила вот сделать такой кулончик, и мне кажется, что я ношу мысли, вот эти ценности, любовь моих родителей с собой. Вот эта любовь, вот эта вот атмосфера, вот это вот все хорошо, все комфортно, все уютно, ты в тепле, в обняшке своих родителей. Вот это вот меня всегда оберегает в разных, в жизни человека всякое же бывает, и в самых сложных даже ситуациях всегда вот это вот возвращается. Моя мама – это такое тепло, жарче даже, чем солнышко греет, наверное. Потому что без мамы, ты ощущаешь себя всегда, в любом возрасте, ощущаешь себя как-то вот не совсем в теплоте и уюте, да. Я до сих пор вспоминаю, когда мне сложно маму, ее вот эта вот улыбка, ее взгляд, или такой добрый, или такой поучающий, или какой-то такой вот вдохновляющий взгляд моей мамы. Мне не хватает ее. И, наверное, не будет хватать, конечно, до конца моей жизни. Для любой женщины нет выше радости, чем дети. Вся отрада жизни умещается в одной лишь улыбке ребенка. И чем счастливее будут родители, тем ярче и красивее будет этот мир. И для тех, кто видит его, и для тех, кто видит его благодаря ангелам-хранителям. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.